Военные учения – один из важнейших элементов повышения боеспособности наших войск. Их проведение решает сразу несколько задач. Ведь именно в полевых условиях солдат может показать все свои способности. Поэтому абхазская армия всегда на страже Родины. В соответствии с приказом главнокомандующего Вооруженными силами Абхазии Бадры Гунба с 13 октября начались масштабные оперативно-тактические учения по всей республике. Учения уже начались. Они стартовали с внезапного подъема по боевой тревоге. Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач с момента получения сигналов оповещения и команд боевого управления. Проведение таких учений имеет особое значение. Они позволяют не только проверить уровень боеготовности наших подразделений, но и отработать взаимодействие между всеми структурами, ответственными за оборону и безопасность нашего государства. Мы должны последовательно укреплять наши вооруженные силы как главный гарант стабильности, мира и безопасности нашего государства. Сильная армия, высокопрофессиональные кадры и надежная система координации действий – это залог уверенности граждан в завтрашнем дне и защиты национальных интересов. Так, в администрации города Сухум прошел один из этапов оперативно-тактических учений с группировкой войск Вооруженных сил Республики Абхазия. Согласно легенде учений, в одном из районов Приморской республики состоялся показ работы штаба территориальной обороны. Было доложено, что штаб работает слаженно в соответствии с планом учений. В заседании приняли участие премьер-министр Владимир Делба, министр обороны Владимир Ануа, начальник генштаба Минобороны Владимир Савченко, главы администрации городов и районов республики. Мы сейчас проведем мероприятие по общим тактическим нашим позициям в рамках проводимых мероприятий в соответствии с решением президента Республики Абхазия. Эти мероприятия покажут и недостатки, и преимущества. Потом мы, естественно, все вместе с учетом специалистов оценим и будем точно понимать в экстренных ситуациях, как себя вести, как поступать, как слаженно будут работать все уполномоченные органы государственной власти, силовой блок, вооруженные силы Республики Абхазия. Поэтому я со своей стороны проинформирую главу государства. Полагаю, что у нас еще впереди несколько дней, мы точно проведем также отлаженно вместе, все выполняя боевые задачи. Мы обязательно к чему-то придем, конечно, все вместе. Но мы на этом не остановимся, мы будем дальше продолжать. Конечно, значит, мы к этому уже с июня месяца идем. Так что большое спасибо. Естественно, учения будут продолжаться, мы доведем его до конца. И нашими учениями командует президент, главнокомандующий. Мы все обязаны, конечно, выполнять поставленные задачи. В первый день учений в 1-й и 2-й резервной бригаде начались сборы. В призывные пункты обращались все резервисты со всех сел Ачамчирского и Гудаутского района. Все военнообязанные проходили регистрацию. В призывной пункт приходили и жители сел, и горожане. Явка резервистов была довольно высокой. Военный комиссариат Гудаутского района с получением сегодня, то есть 13 октября, в 7 часов 37 минут распоряжения был переведен в боевую готовность военный комиссариат. По команде полная. Мы должны призвать из запаса военнообязанных и технику по штату военного времени. В связи этого глава администрации с сегодняшнего утра, после получения этой задачи, собрал экстренное совещание с главами администрации района и руководителями организаций учреждений. Второй день учений начался с облета мест сбора подразделений. Первая локация, куда должен приземлиться вертолет с президентом, это город Тхорчал. Резервисты Тхорчалского района начали собираться на месте проведения оперативно-тактических учений. Выбор места пал на действующий стадион. Ни секунды не теряя времени, главнокомандующий вылетает с международного аэропорта имени Владислава Ардзенба. Вертолет, на борту которого также были министр обороны Владимир Ануа, начальник генштаба вооруженных сил Владимир Савченко и секретарь Совбеза Рауль Лолова, приземляется в Тхорчале в назначенное время.
что сейчас центральный обороны Пашавского района развернут, готов к учению начальник штаба центральной обороны, глава администрации. Добро пожаловать, благодарю. Далее Бадра Гунба направился в сторону резервистов, приветствуя всех на своем пути. Среди военнообязанных и ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Президент отметил вклад ветеранов, которые делятся опытом и воспитывают у молодого поколения любовь к родине и чувство долга. Также он пообщался с медиками, которые часто оказываются на самых опасных участках фронта. Спасибо, что вы в строю. И в период войны тоже медики играли ключевую важную роль. Так сложилось, что и мой однофамилец как раз в период войны находился здесь. Для меня люди в белом халате — это очень храбрые, отважные. И люди, которые спасли хотя бы одну жизнь, это для нас герои. Спасибо вам большое, низкий поклон. Президент страны ознакомился с текущей обстановкой, ходом развертывания сил на местности и заслушал доклады о подготовке личного состава, задействованной техники и выполнении поставленных задач учений. Очень важно, чтобы сегодня молодые ребята, новобранцы, имели возможность практиковаться и получать опыт у своих старших коллег. Сегодня очень много здесь я вижу ветеранов Отечественной войны. Среди вас ваши сыновья, представители более молодого поколения, которые должны и призваны служить своему Отечеству, перенимать весь опыт, накопленный у наших ветеранов. Спустя 32 года у нас сохраняются все те же угрозы. Никто не отказался от реваншистских действий. Учитывая вышеизложенное, нам надо быть готовыми к развитию любых сценариев. Главнокомандующий вооруженными силами Гунба ознакомился с текущей обстановкой и ходом развертывания сил на местности и в селе Кутол. Напоминаем, что учения проходили по всей территории страны в круглосуточном режиме с широким привлечением резервистов. Товарищ главнокомандующий, личный состав первой бригады построено. По списку 1000 человек оповещено 700 человек, налицо 300 человек, 400 человек ожидаем. Вольно. Далее глава государства на вертолете направился в сторону Ачамчиры. Здесь уже в назначенное время выстроились резервисты сел Ачамчирского района. Апыша рзан хажруб. Иждырот обснакша мукшими пысо процесс дука. Яха иқоп амчраква изтахо ара чыцла айбышра хлымзах артра. Ахахара хазахязыруб вейпшим асценариква. Убри намадана яха ими пысо чызоқатараква зыско, а командирца рейзы казаша. Росейцура. Нужно подготовить не только личный состав, технику и оружие, но нужно еще и подготовить район предстоящих действий. Это тоже большой пласт такой работы, который стоит перед командованием. Нужно провести рекогносцировку, в деталях определить маршруты. Все это нужно делать скрытно, потому что учение двустороннее, и противоположная сторона использует все силы и средства, это беспилотные летательные аппараты, диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы вскрыть характер действий бригады. Действительно, только в мирной цели, чтобы мы все собирались, чтобы войны не было. Вокруг мы все видим в мире, что происходит. Вот этого бы не было бы, конечно, чтобы мирное всем. По всему миру, чтобы мир был. Вот это мы и желаем. Это очень хорошее дело, потому что, не дай бог, но в случае какой-то опасности, чтобы слаженность была, чтобы люди могли быть оповещены вовремя, чтобы каждый знал, что будет делать.
После города Чамчира Бадрагунба прилетел в город Гудаута, где его также ждали резервисты. Полковник абхазской армии Роман Цукба доложил президенту о количестве резервистов и представленной технике. Бадрагунба подчеркнул, что абхазский народ должен быть готов в любое время встать на защиту Родины. В масштабных оперативно-тактических учениях, которые проходили в эти дни, были задействованы все силовые структуры республики. Руководит учениями главнокомандующий вооруженными силами Бадрагунба. Основная задача очередного этапа учений – отработка координации действий силовых ведомств при проведении контртеррористической операции по освобождению заложников. В маневрах участвуют спецподразделения СГБ, Центра спецназначения, отдела сопровождения оперативных мероприятий, МЧС, МВД и Минобороны. Уже на 4-й день началась активная фаза двусторонних оперативно-тактических учений вооруженных сил Абхазии сразу на 3 полигонах страны, которая оказалась завершающим звеном в учениях. На полигон Цабал на место дислокации прибыл президент страны Бадрагунба. Сегодня 4-й день оперативно-тактических учений. Мы находимся на военном полигоне Цабал, где в назначенное время должны начаться учения. С минуты на минуту в ход пойдут оружие, вертолеты, военная техника и многое другое. Войска Вооруженных сил Республики Абхазии и Вооруженных сил Российской Федерации совместным действием по плану учений готовы. Начальник генерального штаба генерал-полковник Савченко. Здравия желаю. В масштабных маневрах принимают участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и Вооруженных сил России. На всех этапах войска обучаемых подразделений действовали слаженно, в условиях максимально приближенных к реальным боевым действиям. За ходом учений наблюдают руководители страны вместе с представителями Минобороны Абхазии. Личный состав на местах. Эквадор, я звезда, к бою готов. Впервые часть масштабных учений проводилась ночью, что делало картинку впечатляющей. На полях учений, где шла настоящая битва, будущие защитники Родины оттачивали свои навыки. Стрельба велась повсюду, пули летели со всех сторон. Первым в ход пошла авиация, затем в бой вступает тяжелая артиллерия. Повсюду слышны звуки военной техники. Гаубица, беспилотники с гранатометом, внедорожники с пулеметами – все это оживало на полигоне Цабал. Атаку тем временем отражала пехота, используя все виды стрелкового оружия. Огонь! По окончанию командно-штабных учений главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадрагунба дал оценку всему происходящему. С утра производилась высадка десанта в Гагарском районе на полигоне Ачмарда. Значит, сегодня вечером, значит, одновременно на 3 полигонах Цабал, Ачмарда, Нагвало проходят боевые стрельбы, учения. Значит, вы обратили внимание, что, значит, стрельбы на полигоне Цабал начались еще засветло и перешли уже в темное время суток. Это фактически первый раз в этом году мы, значит, проводим учения именно в ночное время суток с применением ночных и средств, которые позволяют принимать оперативные решения и достигать необходимых целей и задач. Сегодня ведется слаживание, отработка и координация действий между подразделениями. Уже завтра мы завершаем учения и будем подводить первые итоги.
Главная задача масштабных учений – укрепление взаимодействия между подразделениями, что и было сделано вооруженными силами Абхазии. Налач Хинджерия, Рамо Камкия, Давид Давиц, Юрий Катиба, Давид Хашик, Дмитрий Кромов, Абхазское телевидение.